Тогда мы заслушаем сейчас выступления заявителей. Я хотел бы для начала уточнить. Заявители сами тоже будут выступать или их только представители? Только представители. Представители выступят, если дополнение будет, они будут выступать. Хорошо. Тогда слово будет предоставляться только представителям. Если у заявителей возникнут какие-то дополнения, они могут выступать. Тогда слово для выступления предоставляется Калбеку Улбек Джолдашевичу, представителю Мусаева Алтынбек Бахытбековичу. Пожалуйста. Уважаемые председательствующие, уважаемые судьи Конституционной палаты, уважаемые участники судебного процесса, мы обратились в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики с ходатайством о признании неконституционным нормы подпункта Ч пункта 106 положения о прохождении службы рядовым и начальственным составом ОВД Кыргызской Республики, утвержденный постановлением правительства за номером 360 от 20 июня 2013 года в части увольнения со службы при осуждении близких родственников сотрудника за умышленные особо тяжкие преступления и противоречащим нормам частей 2, 3 статьи 16 и части 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики. Так, основанием к обращению в Конституционную палату Верховного суда с данным ходатайством послужила обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли частям 2, 3 статьи 16 части 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики подпункта Ч пункта 106 указанного положения. Мы считаем, что оспариваемой нормой нарушаются права и свободы ряда сотрудников органов внутренних дел, в том числе и Мусаева Алтынбека Бахытбековича, признаваемые частями 2, 3 статьи 16 и части 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики, и подлежат признанию неконституционным и противоречащим указанным нормам Конституции Кыргызской Республики. Так, в соответствии с нормам подпункта Ч пункта 106 указанного положения, сотрудник увольняется со службы при осуждении близких родственников сотрудника за умышленные особо тяжкие преступления, а также при признании их в судебном порядке членами организованных преступных группировок. В соответствии с частями 2, 3 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики, права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Права и свободы человека относятся к высшим ценностям Кыргызской Республики. Они действуют непосредственно. Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. В Кыргызской Республике все равны перед законом и судом. В соответствии с частью 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики, каждый имеет право на свободу труда, распоряжаться своими способностями к труду, на выбор профессии и рода занятий, охрану и условия труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, а также право на получение оплаты труда не ниже установленного законом прожиточного минимума. Считаем, что подпункт Ч пункта 106 положения, то есть увольнение сотрудников ОВД из органов при осуждении близкого родственника за особо тяжкое преступление, является дискриминацией по семейно-родственному положению и другим обстоятельствам. То есть подвергает сотрудников, в том числе и в частности Мусаева Алтынбека Бахытбековича, дискриминации ввиду судимости его биологического брата, то есть по независимому от него обстоятельству ставит его в неравное положение с другими сотрудниками органов внутренних дел, не имеющих по воле судьбы судимых близких родственников, а также прямо ограничивает его право на свободу труда, выбора профессии, право распоряжения своими способностями к труду. Данная норма закрывает полностью ему дорогу на службу в органах внутренних дел, которому он посвятил всю свою жизнь. Кроме этого, мы считаем, что нормы подпункта Ч пункта 6 указанного положения в части увольнения со службы при осуждении близких родственников сотрудника за умышленное особо тяжкое преступление
по содержанию противоречит принципу Уголовного кодекса Кыргызской Республики о личной виновной ответственности за совершенное преступление. В новом Уголовном кодексе Кыргызской Республики, который вводится в действие с 2019 года, тоже имеется принцип личного характера уголовной ответственности и наказания, статья 8, согласно которого уголовной ответственности и наказанию за преступление подлежит только лицо, которое умышленно или по неосторожности совершило деяние, предусмотренное Уголовным кодексом. То есть, по смыслу данного принципа, за совершенное преступление должен нести юридическую ответственность только то лицо, которое совершило преступление. А другие родственники не должны нести юридическую ответственность. Увольнение с работы, это тоже относится к виду юридической ответственности. Так, перед подачей данного ходатайства в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики мы изучали международную практику по данному вопросу и выяснили, что в других государствах нет такой нормы, как вот наша оспариваемая норма. У меня все, уважаемые. Спасибо, присаживайтесь. Алтынбек Бакытбекович, у вас есть дополнение к выступлению вашего представителя? Нет? Тогда слово для выступления предоставляется представителю Досалиева Чолкунбаю Мукар Шалтакович. Пожалуйста. Уважаемые Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики, уважаемые участники сегодняшнего заседания Конституционной палаты. Основанием к обращению в Конституционную палату при Верховном суде Кыргызской Республики с данным ходатайством послужила обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли части 5 статьи 6, частям 2 и 3 статьи 16, части 2 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики под пункт Ч пункта 106 положение о прохождении службы рядовым начальствующим составом органов внутренних дел Кыргызской Республики, утвержденного постановлением правительства от 20 июня 2013 года номер 360 в части увольнения из органов внутренних дел по отрицательному мотиву при осуждении близких родственников сотрудника за особо тяжкое преступление. Предметом нашего обращения является постановление правительства от 20 июня 2013 года номер 360 об утверждении положения о прохождении службы рядовым начальствующим составом органов внутренних дел Кыргызской Республики, опубликованное в печатном издании «Эркинто» от 25 июня 2013 года номер 53. Данная неопределенность возникла в результате увольнения из отдела внутренних дел ряда сотрудников милиции по отрицательному мотиву на основании подпункта Ч пункта 106 положения о прохождении службы рядовым начальственным составом органов внутренних Кыргызской Республики, утвержденного постановлением номер 300, в том числе и моего доверителя Досалиева Арстамбека. Согласно части 5, согласно статьи 6, часть 1, Конституция имеет высшую юридическую силу и прямое действие в Кыргызской Республике. И в части 2 этой 6 статьи на основе Конституции принимаются конституционные законы, законы и другие нормативные правовые акты. Тем самым устанавливается, что все нормативные правовые акты должны приниматься только в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики. И все эти нормативные правовые акты, принятые не в соответствии с Конституцией, они должны быть признаны недействительными. Согласно части 5 статьи 6, именно этой статьи, закон или иной нормативный правовой акт, устанавливающий новые обязанности, либо отягчающий ответственность, обратной силы не имеет. Что мы в данном случае имеем в виду? В этом нормативно-правовом акте, который нами рассматривается, это положение о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов внутренних дел Кыргызской Республики, там есть два раздела. Один раздел
ограничение при приеме на работу. И второе ограничение при прохождении службы в органах внутренних дел. При приеме на работу ранее было установлены такие нормы. Если есть близкие родственники, осужденные за тяжкие преступления, в органах внутренних дел не принимаются. С этим мы согласны. Это действовало ранее. Теперь же этим постановлением правительства Кыргызской Республики от 20 июня 2013 года номер 360 установлено новые обязанности. Там дополняется, что и во время прохождения службы, независимо от того, он когда принят на работу, подлежит к увольнению, если осужден близкий родственник. Досалиев Арстанбек уже работает в органах внутренних дел более 26 лет. До этого случая и во время принятия его на работу не было осужденного ни одного близкого родственника. То есть, поэтому он был принят на работу. А после того, как он служил 26 лет, и только тогда его родственника осудили за тяжкое преступление, вот и ему увольняют с органов внутренних дел. Но в отношении оформления этих документаций, наверное, будет это в суде, будет рассматриваться, это уже другой вопрос. Сейчас идет только лишь в соответствии нормам Конституции. Таким образом, подзаконный акт в виде постановления правительства Кыргызской Республики о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел Кыргызской Республики от 20 июня 2013 года номер 360 противоречит конституционному принципу, гарантирующему стабильность в правоотношениях, и ухудшил положение сотрудников милиции. В части 2 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики указано, что Кыргызская Республика уважает и обеспечивает всем лицам, находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, права и свободы человека. Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидность и так далее. Самое главное, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. Считаем, что увольнение сотрудника милиции из ОВД при осуждении близкого родственника за особо тяжкое преступление является дискриминацией по семейно-родственному положению и другим обстоятельствам. Ограничение прав и свобод для прохождения дальнейшей службы по указанным признакам не являются приемлемыми и подходящими основаниями в условиях биологического родства и семейного взаимоотношения, где происходит ущемление прав и отсутствуют разумные и объективные основания для такого обращения. Попытки правового восстановления ущемленных прав не нашли своей защиты ни в семейном, ни в гражданском законодательстве Кыргызской Республики, где отсутствует правовое положение в отказе от семейных отношений с близким родственником в силу происхождения. И отказаться от происхождения от тех или иных родственников невозможно, так как это объективное обстоятельство, которое не зависит от воли сторон, что еще раз подтверждает дискриминацию по происхождению. А основание подпункта Ч пункта 106 положение по прохождению службы рядовым начальственным составом органов внутренних дел Кыргызской Республики противоречит конституционным требованиям, поэтому как никто не может подвергаться дискриминации по признаку происхождения, где указано, что сотрудник несет ответственность за свои противоправные действия или бездействия, а оспариваемая норма выходит за пределы, допускаемые Конституцией Кыргызской Республики. Обосновывая доводы и о неконституционности оспариваемого нормативного положения, отмечаем, что порядок прекращения службы в органах внутренних дел по основанию подпункта Ч пункта 106 положения, то есть по увольнению по отрицательному мотиву, при осуждении близких родственников сотрудника органов внутренних дел особо тяжкие преступления, не должен регулироваться подзаконным нормативным правовым актами, противоречащим части 2 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики, которая запрещает принятие подзаконных нормативных правовых актов, ограничивающих прав и свободы человека и гражданина.
Оспариваемая норма, регламентированная подзаконным актом, ввела произвольное ограничение прав и свобод сотрудников милиции для дальнейшего прохождения службы в органах внутренних дел. Кроме того, данные оспариваемой нормы нет ни в одном из нормативных правовых актов правоохранительных органов Кыргызской Республики, ни о финансовой полиции, ни в прокуратуре, ни в других органах, и в международной практике. Я прошу учесть ограничивающую трудовую деятельность сотрудника ОВД в нарушении требований части 3 статьи 16 Конституции Кыргызской Республики, где указывает, что все равны перед законом и судом. В связи с вышеизложенным просим признать неконституционным и противоречащим части 5 статьи 6, частям 2 и 3 статьи 16, части 2 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики, подпункта Ч, пункта 16 положение о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел Кыргызской Республики, утвержденного постановлением правительства Кыргызской Республики от 20 июня 2013 года номер 360 в части увольнения из органов внутренних дел по отрицательному мотиву при осуждении близких родственников сотрудника за особо тяжкие преступления. У меня все. Спасибо, присаживайтесь. Уточнение. Мукаршал Такович, вернись. Там пункт 16 или 106? 106. 16 назвали. Под пункту Ч, пункта 106. Уважаемые участники, сейчас мы выслушаем сначала заявителей и их представителей, потом перейдем к вопросам и ответам, чтобы здесь, в принципе, ставится только один пункт на предмет конституционности. Доводы, в общем-то, у всех заявителей во многом схожие. Поэтому я просто не стал останавливать для вопросов и ответов. Мы сначала заслушаем всех заявителей и их представителей, потом перейдем к вопросам и ответам. Арстамбек Сараевич, у вас есть дополнение к выступлению вашего представителя? Спасибо, присаживайтесь. Следующее слово предоставляется представителю Туратова, Мамбетовой, Миновархан Баратовне. Пожалуйста. Уважаемый председательствующий, судьи Конституционной палаты, уважаемые участники процесса. Значит, основанием к обращению в Конституционную палату Верховного суда Кыргызской Республики послужила неопределенность в вопросе о том, соответствует ли статья 20 пункт 1 пункт 2 статьи 42 пункт 3 Конституции Кыргызской Республики постановление правительства Кыргызской Республики номер 360 пункт 1 от 20.06.13 года, которым утвердило положение о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел Кыргызской Республики, пункт 106, статья 106 пункт Ч. Уважаемые судьи, я сейчас не буду повторяться, потому что предыдущие ораторы, мои коллеги, очень подробно изложили все основания наших ходатайств. Так как они идентичны, я думаю, нет смысла повторяться, я лучше вкратце скажу. Значит, предметом обращения является постановление правительства Кыргызской Республики номер 360 пункт 1 от 20.06.13 года об утверждении положения о прохождении службы рядовым начальствующим составом органов внутренних дел Кыргызской Республики. В связи с этим мы считаем, что были нарушены конституционные права моего, значит, Туратова Каныбека. Неопределенность возникла в результате следующих обстоятельств. Приказом номер 870 от 04.10.16 года Министерства Кыргызской Республики Туратов был уволен из органов МВД Кыргызской Республики с должности оперуполномоченного отдела по противодействию слияния по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Кыргызской Республики. Организованной преступной группировки с государственными органами управления по пресечению незаконности финансирования организованной преступной группировки Главному управлению по борьбе с организованной преступностью по пункту 106 пункт Ч положения о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов внутренних дел при осуждении близких родственников сотрудника за особо тяжкие преступления, а также при признании их в судебном порядке членами организованных преступных группировок.
Считаем, что постановление правительства Кыргызской Республики номер 360 пункт 1 от 20.06.13 года, в котором было утверждено положение о прохождении рядовым начальственным составом органов внутренних дел Кыргызской Республики, нарушают законные права, такие как право на труд, распоряжение своими способностями к труду, на выбор профессии и рода занятий. Пункт 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики, постановление правительства Кыргызской Республики номер 360 противоречит пункту 1 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики, который гласит, что в Кыргызской Республике не должны приниматься законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Пункт 2 статьи 20 Конституции Кыргызской Республики гласит, что запрещается принятие подзаконных нормативных актов, ограничивающих права и свободы человека и гражданина. Поэтому мы просим вас признать неконституционным утвержденное постановлением правительства Кыргызской Республики номер 360 пункт 1 от 20.06.13 года, которым утвердило положение о прохождении службы рядовым и начальствующим составом органов внутренних дел, пункт 106 пункт Ч, противоречащим пункта 1 пункт 2 статьи 20, пункт 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики. И просим признать неконституционным положение о прохождении службы рядовым и начальственным составом органов внутренних дел Кыргызской Республики, пункт Ч, противоречащим пункт 1 статьи 20, пункт 2 статьи 20, пункт 3 статьи 42 Конституции Кыргызской Республики в отношении Туратова Каныбека. У меня все. Спасибо, присаживайтесь. Каныбек Ташмалдаевич, у вас есть дополнение к выступлению вашего представителя? Поддерживаете, да?